Дорогие друзья, вот смотрите, какая замечательная рукавичка, теплая, мягонькая. Вот. И поглядите, какой берет красивый. Ну, просто невероятная красота. Это просто восторг и по ощущениям, и по... Это настолько приятно, настолько красиво и здорово. И оказывается, все эти вещи, все эти изделия можно связать крючком. Вот. Мы сегодня в гостях у мастера. Она вяжет прям буквально с детства. Это Алгыс Петрова. Здравствуйте. Здравствуйте. И сегодня мы будем учиться вязать вот такую вот замечательную сумочку. Посмотрите-ка. Вот такая замечательная красивая сумка. Не забываем, что не за горами лето, слава тебе Господи, да? Буквально скоро-скоро мы на пороге весны, ну а там и до лета недалеко. Но будем вязать вот деталь от сумки, от этой, да, сумочка вот из таких вот. Ну вот вы сейчас все расскажете. Хорошо, и покажете. Угу. Для того, чтобы связать такую сумку мини, да, я связала 7 таких шестиугольников. Он состоит из 3 рядов. Вяжется довольно быстро, потому что у нас пряжа вот не тонкая, да, средней толщины. Нам понадобится крючок номер 4,5. И у нас тоже круговое вязание, то есть вязать мы начинаем с самого центра. И потом я покажу, как соединять вот эти детали. Для того, чтобы связать такой мотив, я вяжу вот такую скользящую петлю. Кольцо амигуруми называется, да? Вот у нас установочная петля, и мы сейчас будем вязать будем вязать столбик подъема. Для этого мы вяжем столбик без накида и воздушную петлю. Вот у нас получился первый столбик. Всего у нас должно быть 12 столбиков с одним накидом. То есть вязание всегда начинается с центра, да? Да. То есть вот с центра вот этого, ну, шестиугольника или это восьмиугольник? Это шестиугольник. Шестиугольник. Круговое вязание всегда начинается с центра. Можно вместо вот скользящей петли связать круг из воздушных петель и соединить. Тогда у нас тоже получится вот середина вязания, да, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, так, 8. А вот такая, ну, деталь, скажем, немаловажная. Крючки, они все разных размеров, да? У вас сейчас 3, да? Да, у меня 3,5. 3,5? Да. 4,5. А вы выбираете, даже 4,5. Вы выбираете крючок, нужно выбирать в зависимости от толщины пряжи. Да. То есть вот тонким крючком будет неудобно вязать. Как мы подбираем вот нужный размер крючка, да? Мы проверяем вот таким образом. То есть нитка не должна быть больше, толщина нитки, да? Самого крючочка. Да, самого крючка. И вот таким образом мы подбираем нужный размер. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и еще один столбик. 12. Да, 12 столбиков. То есть четное количество должно быть, да? И вот за конец кончик нитки потянули и соединили соединяем в круг с самым первым. Ой, ну это у нас уже получилась половинка нашего изделия сразу. А если бы была пряжа еще толще, наверное, получилось бы. Уже будет другим. Уже осталось бы вот оконцовочку сделать и все. Так, это у нас первый ряд. Вторым рядом мы будем вязать пышные столбики. Соединяем таким образом. Заводим крючок за первую петлю и вытягиваем нить. Так, и сюда мы вяжем пышный столбик. Для этого мы набираем, делаем накид через эту петлю
мы вытягиваем, да, Мгм. нить, еще раз накид и через эту петлю тоже вытягиваем нить. У нас всего должно быть 4. 5. 5. 5. Мгм. Вот. И провязываем все вместе. Мгм. И воздушная петля. Таким образом мы вяжем второй ряд. Воздушная петля — это то, что берется с накидом, да? Да, вот Мгм. через петлю мы вытягиваем нить, и у нас вот получается Мгм. петелька. Ну и воздушная петля — это она вот, ну, таким образом мы увеличиваем, да? Да, наше изделие. увеличиваем. Ага. Мгм. Так, воздушная петля, еще один пышный столбик, и так до конца ряда. Мгм. Ну, здесь, То есть получается ага, в каждом, ну, скажем так, вот в вашем таком этом Ага. движении по 5 штучек, да? То есть сколько там воздушных петель и сколько... 2 накида и 2 вот, Мгм. 2 нити Мгм. протянуты через вот петлю. Мгм. Так, воздушная петля. Здесь надо вязать таким образом, чтобы высота вот нити была Мгм. одинаковая. Мгм. Тогда у нас получатся вот такие красивые, ровненькие, Мгм. пышные столбики. Но кто в первый раз будет держать в руках крючок, конечно, вначале Да, будет да. очень непривычно. Ага. А еще вот такой вот интересный момент, друзья. Посмотрите, вот крючки, они разные же, а вот этот вот такой вот Мгм. ну, Алюминий. алюминиевый. И им вязать, ну, в общем, достаточно Ага. удобно, но он постоянно скользит, да? Да, скользит. А у вас, я смотрю, вот кончик у вас Силиконовыми силиконовый. ручками. Да. Вот по-вашему, Очень как будет удобно. удобнее, что именно? Вот с Такой или ручками очень удобные. Мгм. То есть рука у вас, ну, не скользит, не Да. надо там каких-то вот усилий прям, Мгм. чтобы удержать вот такой вот металлический крючок, который вот норовит Мгм. выскочить. Да, поэтому Мгм. к подбору инструментов тоже надо относиться вот, Внимательно очень. внимательно. Мгм. Ну, для новичков, конечно, будет все равно Непривычно, и непривычно. таким крючком Ага. поработать, и таким. Но по совету вот бывалого вязальщика крючком нужно все-таки обзавестись сразу же вот с такой вот Мгм. силиконовой ручкой. Для вязальщиц есть даже вот мода на вот какие-то крючки, фирмы, да? Да. Да, есть очень дорогие крючки. А в чем их, Ну, от скажем фирмы зависит. ну как, оказывается. если, допустим, я куплю дорогой там какой-то крючок, Мгм. это же не гарантия того, что я Да. стану супер Да. мастерицей. Главное, чтобы он был надежный, да, ну, Удобный. удобный. А вот так есть у вас вот среди мастеров? А у меня крючок Да. от Армани или там, не знаю, какие там бренды. Вот здесь вот что-то написано. Тут шестерка. Это номер Мгм. крючка. Номер крючка 6. Ну, есть, оказывается, такая фирма Тулип, Мгм. известная фирма. Мгм. Вот вязальщицы, например, хвастаются, да, когда у них крючок от этой фирмы, это считается как бы дорогой крючок. М. А Вот сколько он может стоить, этот дорогой крючок? Ну, где-то 4-5 тысяч за О, один крючок. один крючок. Да, так вот у нас готов Мгм. второй ряд. В первую вот петлю мы вяжем последний пышный столбик и соединяем. Соединяем тоже вот таким образом. Вот готов второй столбик. Здесь я вязала разными цветами, да, чередуя вот через ряд 3 цвета, поэтому у меня получилось вот такой мотив. А можно сделать просто однотонную? Да, можно сделать просто однотонную. На лето еще можно связать вот такие мотивы из рафии и из джутовой пряжи. Тогда получится вот пляжная сумочка. Тоже да? крючком. Ага. Здесь у нас 7 таких мотивов.
Можно любое количество связать и скомбинировать так, чтобы у нас получилась сумочка, но разной формы. Ага. То есть получается, смотрите, вот эти соты, да, ну как бы как шестиугольник же получается, ага, шестиугольники. Да? Посмотрите, можно разными цветами, вот, а потом вы как будете соединять? Тоже крючочком, да? Да, крючком можно соединять или вот иголкой с широким ушком. То есть это у меня была здесь иголочка. Пришить можно, да? Пришить можно. Каждую деталь. Ага. Таким вот образом можно связать себе и жилет, и платье, все, что да? угодно. Все что угодно. В общем, начать можно вот с такой вот сумочки небольшой, просто как бы как опытный образец, да, например. Можно побольше как-то сделать, да, вот эту сумочку. Можно связать. Так, и у нас остался третий ряд. Последний. Это последний, но он, вот смотрите, с дырочками, да, уже идет. Мы будем формировать углы. Да. Таким образом. Раз, два, три, четыре, пять. 5 столбиков с одним накидом мы вяжем под эти воздушные петли. В эти арочки. Вот у нас 3 столбика с одним накидом. И вот здесь мы вяжем таким образом. После одного столбика с одним накидом мы набираем 2 воздушные петли. И в эту же арочку, под эту воздушную петлю, мы вяжем столбик с одним накидом. Вот у нас сформировался первый угол. Далее мы вяжем столбики с одним накидом. Всего у нас между вот углами должно быть 5 столбиков. Так, 4. Вот они, 5 столбиков. Раз, два, три, 4, 5. 5 столбиков. 4, 5. Набираем 2 воздушные петли. В ту же арочку мы вяжем второй столбик. Вот у нас второй угол сформировался. И таким образом мы вяжем до конца ряда. Так, 3, 4, 5, 2 воздушные петли, и в эту же арочку мы вяжем второй столбик. У нас готов третий угол. Можно сформировать четырехугольник, квадрат, да? Тогда мы должны связать только 4 угла. 4 угла, там тогда получается бабушкин вот этих квадрат. Воздушных столбиков должно быть больше, да? Да, вот столбиков с одним накидом надо будет связать больше, и таких углов должно быть 4. Тогда у нас будет уже бабушкин квадрат. Да? Из этих мотивов квадратных можно связать все, что угодно. Ну, это такой модный, такой универсальный, да, универсальный мотив. Разноцветные вяжут. Мне очень нравится, как вяжут вот японки и турецкие женщины. У них какая-то особая техника или что? Них они очень быстро вяжут, и у них свои технологии, техники. Но это целый мир, да, вот да, вязание. Да. Если погрузиться в этот мир, ну, допустим, начать изучать различные техники, то есть за короткое время, в принципе, если задаться целью, можно стать, ну, скажем, неплохим специалистом, да, в этой области. Можно вязать на заказ, провести, да, мастер-классы можно провести. Вот таким образом у нас получился шестиугольник. Соединяем. Так, вот самую первую петлю. Все. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я вот после того, как связала вот изделие, да, и обязательно делаю ВТО, то есть влажно-тепловую обработку. Стираю и придаю форму. Потому что после вязания изделие может быть волнистым, да, там, например. А после стирки и блокировки изделие
Но обретает форму. Обретает форму. А как правильную. сушить? И где стирать? В чем стирать? Я стираю вручную в обычной воде с моющим средством, ну, с стиральным порошком. А можно шампунем? Можно, допустим? да. Вот, Если это шерстяная нить. Гелью, да. И сушу я вот на горизонтальной плоскости. У меня есть такие, как называются? Влагоприемники? Нет, мягкие вот такие. Полотенца? Нет. Можно, да, на полотенце сушить. Ну, салфетки какие-то специальные, да? Да. И пользуюсь вот такими вот иголками, когда вот придаю им то есть, форму. понятно. За И каждый вот прикалываете. лепесточек, да. Например, вот когда я вязала вот эти снежинки, вот каждый вот этот. То есть вы сушили вот таким образом, да? Я блокировала. Поэтому это очень такая трудоемкая. Ой-ой-ой, посмотрите-ка здесь сколько уголочков, сколько каждую, вот смотрите-ка деталь. Каждый нужно лучик было приколоть, там, да, приколоть иголочкой. Ой, ну это правда. И вы здесь использовали крахмал, да? А такие вот, допустим, для сумочки тоже можно крахмалить шерсть? Нет, да? Нет. Можно крахмалить вот такие вот то есть салфетки, из хлопка? скатерть. Да. Тогда они тоже будут держать форму, но там зависит все от сколько крахмала там. Мне кажется, крючком будет более, Да. ну, скажем так, как-то логично, да, крючочком, нежели сшить как-то друг с другом. Да, крючок мы вот сверху вниз вдеваем вот эту петлю воздушную, да, и тоже сюда вот в половинку петли и рабочую нить протягиваем через эти две петли. Таким образом кончик пускаем, держим вот рабочую нить. И сейчас вот каждую петлю мы будем соединять за полупетли. Вязать. То есть нить, обратите внимание, она находится внутри вот этих двух мотивов. И вот таким образом, не пропуская ни одной петли, вяжем таким образом. Вот у нас получается красивый шовчик, петелька в петельку. Сверху. Да. Мне кажется, нитью так не получится. Иголкой. Иголкой уже другим способом можно соединить. Вот таким образом мы соединительным швом. Так, соединяем две стороны. И сейчас я вам покажу, каким образом у нас получится вот сумочка такой формы. Вот таким образом мы соединяем, вот получается вот такая форма. Соединяем 5 деталей. 1, 2, 3, 4, 5. Центральную часть соединяем. Ну вот здесь вот по центру. Да. Все, у нас получится 1, вот 2, такая 3, сумка. 4, 5. У нас сейчас 2 мотива, а потом еще 2 вот здесь вот пойдут, да, и еще 2. И по центру 1. Так, 1, 2, 3, 4, 5. И по центру вот с обеих сторон. 6, 7. То есть вот, допустим, для такой сумочки понадобится 7 таких мотивов. 7 мотивов. Именно вот для такой сумочки. Но эту сумочку можно как и косметичку, наверное, да, использовать. Ну, то есть... Можно размер побольше сделать. Тогда уже понадобится вот побольше. Количество уже будет другое, да? А если из другого материала, расскажите об особенностях вязания, например, из рафии там. Я из рафии не вязала, да, но у меня был опыт вязания из джутовой пряжи. Она очень колючая и твердая, поэтому руки сильно устают, и у некоторых может быть даже аллергия
Поэтому при подборе материала тоже надо как-то учитывать то, что они могут быть разными, да. Но из джутовой нити получаются красивые, такие как соломенные. Они очень хорошо подходят там к соломенным шляпам, например, да. Но, тем не менее, это получается материал, он же как бы искусственный, да? Я не знаю. Так, ну, бывает натуральный, если то он, наверное, очень дорогой. А если с каким-то там... С примесью, Да, а вы да. пытались, например, когда-то вот продаются же вот такие вот в бобинах, Да. огромные, как веревки вот эти вот, да. из, ну, веревочного, скажем Да. так. Но это же тоже как нить, да? Да. Только она такая толстенькая. Ага. Я вот брала вот одну бобину большую Так. и вязала вот корзину. Да, они очень колючие, оказывается, поэтому я больше только один раз вязала. То есть получается, да, то есть если вы привыкли именно вот работать с такими вот нежными там материалами, да, как хлопок, ну, допустим, вот из этой такой вот техники сейчас это очень модно, да, вот именно вязаные вещи крючком, и можно связать не только вот сумочку, да, такую, но и, допустим, замахнуться на какие-то вещи, ну, допустим, какую-то блузку связать себе, конечно, ну, как футболочку, можно. да, такую хлопковую. Вы сказали, нужно брать вот именно четырехугольник, да, за основу. Квадрат называется. Называется бабушкин квадрат. А четырехугольник Да, может четырехугольник, быть? Ну, центр вяжется тоже вот таким образом. Круглые. А вы можете показать сейчас квадрат вот этот бабушкин? Квадрат? Можно, конечно. Делаем кольцо установочное. Можно связать таким образом. Так, 2. Если мы изначально здесь брали вот между ними, 4, сколько тут у нас? Так, 5 столбиков. Здесь. Ага. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, пусть будет 8. Попробуем из 8. Такой маленький будет. Соединяем. Вот, кстати, вот те, кто, например, для меня это темный лес. Я могу идти по кругу и вот кругляшок этот делать, вот могу. А вот чтобы сделать с углами, это вот проблематично. То есть вот сейчас мы выясним, как это можно сделать. То есть здесь прям вот рассчитывать нужно. Да. Мы связали столбики с одним накидом, у нас получилось 4. Так, 2 воздушные петли. В эту же петлю мы вяжем второй столбик, и вот у нас уже угол получается. Так, второй, 3. То есть мы сейчас делаем из скольки мы начали в круг этот? Из 8 столбиков. А чтобы угол сформировать, нужно сколько просчитать? Как вы быстро это все сделали? Так, мне кажется, я неправильное количество набрала петель, потому что я люблю вязать по схеме, готовым схемам, да. Иногда вот импровизирую что-то сама. Что и как может получиться. Да. Я примерно покажу, как формируется вот угол. 4 угла, да? Вот таким образом. Ой, ну это здорово получилось у вас, классно. Здесь 4 у нас, просто 1 лишний столбик оказывается. Ну, можно исправить потом. То есть 4. Вот у нас мотив получился вот такой вот маленький, ну как бы четырехугольничек, да? Квадратик. Бабушкин квадрат называется. Бабушкин квадрат называется. Давайте посчитаем все-таки. Вы взяли в круг, это сколько? 8 петелек или меньше? 8 столбиков. Так, 8 столбиков из 8 мы сделали вот эту основу, вот эту круглую, ну вот начало, центр, да? Потом? И вяжем столбики с одним накидом, вторым рядом. Чередуя тоже вот
А сколько воздушный столбиков петель. получилось? По три столбика. получается, ага. Мгм. И потом формируется вот это вот, а вот эта петелька формируется как? Просто вы провязываете ее, 2 петли, и а потом начинаете, в ту же петлю, вы начинаете формировать ну, снова столбик. да, Мгм. ага. И таким образом вот получается такой формы мотив. А потом просто провязываем прячем в с центр. изнаночной стороны, И в центр, да? да, в центр. Мгм. Можно здесь вот узелки завязать, тогда будет, То есть завязать можно узелочек. да, тогда будет, ну, наверняка уже прочная будет, да? Мгм. Сюда. Вот и все. Вот у нас получилось как бы встречный. Это у нас начало и конец. Да. Повстречались 2 ниточки, да, для прочности, и обрезать аккуратненько. И посмотрите, какая красота получилась. Вот здесь у нас 2 совершенно разных мотива, да. Вот это получился у нас шестиугольник, вот этот сота, да. Можно и 8-гранник сделать, да? можно, Вот. да. А здесь получился бабушкин квадрат, так называемый. То есть вот в этой технике можно, мне кажется, а вот с этих шестиугольников можно связать, допустим, блузку, там Да, какую-то можно, кофточку, ага. тоже можно. Можно. И вот с такими мотивами, и вот с Да, квадратиком. можно даже вот соединять и квадратики, и шестиугольники. То есть можно их комбинировать. Да, можно. То есть, друзья, смотрите, вот для творчества, для развития, ну, скажем, руки вашей, навыка вот этого, да, то есть целое огромное море, как говорится, новая, скажем так, неизведанная страна, где мастера, такие как Алгыс, умеют держать в руках крючок. Так что, друзья, те, кто никогда в жизни не сталкивался с такой техникой вязания, ну, допустим, спицами занимались, как я, впервые увидели, как же можно работать крючком, мне кажется, это здорово. То есть такой мастер-класс очень полезный, интересный. Большое огромное спасибо вам, Алгыс. Ага. Ну что, друзья, будем пробовать?